Красоту и бренность мира, как никто лучше, описывают поэты. По этому поводу мы даже можем вспомнить цитату английского писателя Томаса Фуллера «Поэзия – музыка слов». Но чтобы услышать ее, мы должны поближе с ней познакомиться. В школьные годы мы учим стихи национальных, русских и зарубежных классиков. И среди сотен творений великих находим те, которые ближе к сердцу. В последние же годы поэзии уделяется меньше внимания, чем, к примеру, прозе. В особенности это касается национальной литературы. С целью популяризации ингушской поэзии Министерством культуры и региона объявлен флешмоб «Читаем поэтов». Стартовал он 18 июля. На данный момент сотни людей присылают свои видеозаписи. Где горы вечные, где зори млечные, где тьма зловещая ушла с вершин, лежит свободная, сынами гордая, высокогорная страна мужчин. Живым содружеством ума и мужества народу служишь ты, как верный сын, и все чудеснее восходит песню твоя ровесница, страна мужчин. У многих желающих Ингушетии есть еще возможность участвовать в флешмобе. Он проходит, он активен. Каждый желающий может разместить ролик, как он читает стихотворение поэтов Ингушетии на своем аккаунте. Министерство разместить этот ролик с хэштегами «Читаем поэтов», «Поэты Ингушетии». Министерство культуры ежедневно мониторит соцсети, и с помощью этих хэштегов мы отслеживаем эти ролики. Эти ролики будут публиковаться как на сайте Министерства культуры, так и в социальных сетях. Мы это сделали в целях популяризации литературы, и это происходит на добровольной основе. Присылают стихи люди самых разных возрастов. Наравне с детьми принимают участие в флешмобе «Читаем поэтов» и взрослые. Сейдегит самара бела, хастатару халара, хухалята яха лела, хоца русска халара, хоца елха, хоца ела, дыхчи морсу халара. Нянан меттас дагардуцаш, халгаштики яхара, сакан хастан бу аздала, галгая соколара. Флешмоб проходит на базе городских, районных и сельских библиотек. Пресс-секретарь Назрановской библиотеки Мака Наурузова, известный детский писатель и автор проекта по исправлению фонетических ошибок «Галат», отмечает, что данное мероприятие способствует привлечению внимания всех слоев населения. И кроме того, флешмоб необходим и своевременен. Назрановская центральная библиотека с удовольствием подключилась к флешмобу. Мне приятно, что есть такие идеи можно распространять и практиковать в современном обществе. Осознание необходимости проведения таких мероприятий, стремление к сохранению национальной литературы – это уже показатель того, что мы на месте не стоим. По словам Маки, из Назрановского района особенно активно подключились к флешмобу учащиеся 2-й Далаковской школы и школы номер 3 города Назрань. Они всегда с нами делятся своими выступлениями и каждый раз ждут каких-то мероприятий в этом формате. Но мне кажется, подобные мероприятия, они несут большую пользу для национальной литературы. Укрепление таких проектов, продвижение таких проектов, это еще раз закрепляет, что это залог успешного развития нашей культуры. 12-летняя Ясмина Арчакова учится во 2-й Далаковской школе. Девочка стремится участвовать во многих литературных конкурсах, особенно поэтических. Услышав же о проведении флешмоба «Читаем поэтов», Ясмина просто не могла себе отказать в участии в нем. Стихотворение она выбрала современного поэта Эсет Газдиевой «Нана». Дина Хабисан Массахана, Йоухл тел асона нана, Эшер кэреш сона хама, Нисса кобеш кахек эма. كأدا جشت بوشي حستش فإيش حيجر جونح قستش خد دولش سواخر أحته سخص دال جاخ حلاحته خوز غلقش حلق داخش غوز لوتاش سون داخش حين سلا أرفت سخوش إيرو سوغا خلر لوش دنيا ملاح تياخل نانا ديما داغل تقيل يانا حخص دالش سأياخ حبار جشكر حيش سون مالخ. Педагог 2-й Далаковской школы Мадина Газдиева отмечает, что в флешмоб включились многие ее ученики. Она уверена, такие мероприятия способствуют воспитанию в детях не только любви к поэзии, но и лучшему пониманию родного слова. Если правильно организовать
все эти мероприятия, дети с удовольствием участвуют, им нравится даже читать вот стихи на ингушском языке. С большой любовью они читают стихи Герихана Гагиева, Асмиева Хамзата. Конечно, это детям пригодится, они как-то приобретают самоуверенность, они проявляют свои таланты, свои творческие способности, и это в дальнейшем им очень сильно пригодится. Флешмоб продолжается, и поэтому Министерство культуры призывает всех желающих принять участие в нем, поскольку это способствует знакомству со многими ингушскими поэтами, как классиками, так и современными. Главный специалист информационно-аналитического отдела Аслан Муталиев уверен, что это мероприятие станет площадкой, где люди могут не только познакомиться с поэтами, но и найти общие темы. Так как там дети участвуют, они активно читают стихотворения, читают художественно-выразительно читают стихотворения, придумывают какие-то свои собственные сюжеты роликов. Вообще жители республики очень активно включились в этот процесс, мы даже сами не ожидали. Мне приходят слова недавно, которые пару строк, который написал Магомед Сайдплиев. Гала азлахца торгами у него было. Гайгани чуртушсанна гайгани гала азлахца торгами. Красивые строки, мне очень нравятся эти стихотворения. Я вообще призываю всех читать ингушских поэтов, особенно на ингушском, на национальном языке. Целью флешмоба «Читаем поэта» является расширение знаний истории, культуры республики, повышение роли литературы в нравственном и эстетическом воспитании детей и подростков и возрождение традиции чтения литературы. И она может быть реализована только в том случае, если каждый из нас подключится к нему.